Здравствуйте! В эфире спортивная передача «Таймаш», где мы обозреваем знаковые события в мировом и нашем отечественном спорте. В студии я, Азирет Туратбеков. Мы начинаем. Спортсменка из Кыргызстана Айдай Орозбекова выиграла золотую медаль чемпионата мира по грэпплингу UWW в Казахстане. Турнир проходил с 6 по 9 сентября в Астане под эгидой Объединенного мира борьбы. 15-летняя кыргызстанка выступала в состязаниях среди юниоров весовой категории до 57 килограммов в дисциплинах G и No G. В дисциплине No G без кимоно в данной весовой категории были заявлены 5 спортсменок из Украины, России, Казахстана и Кыргызстана. Айдай Орозбекова выиграла все свои схватки и стала чемпионкой мира. В дисциплине G в кимоно в весовой категории до 57 килограммов выступали 6 спортсменок. Орозбекова сумела занять итоговое 3-е место и стала обладательницей бронзовой награды. Всего в Астане выступали 27 спортсменок из Кыргызстана, которые завоевали 26 медалей различного достоинства. Эрлан Шеров занимает 1-е место в мировом рейтинге дзюдоистов. Спортсмен из Кыргызстана Эрлан Шеров продолжает занимать 1-ю строчку в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира по версии Международной федерации дзюдо среди юниоров. Обновленный рейтинг был опубликован на сайте Федерации 16 сентября. В активе Шерова 520 очков и уверенное 1-е место в рейтинге спортсменов в весовой категории до 81 килограмма. Итальянец Кристиан Парлатти, занимающий 2-е место, имеет в своем активе 390 баллов. 14 июля в венгерском городе Пекш Шеров завоевал бронзовую медаль этапа открытого Кубка Европы среди юниоров. Эрлан Шеров является первым кыргызстанцем, который занимает 1-е место. В связи с этим историческим событием мы решили лично съездить к номеру 1 в его логово. Внимание на экран. Привет, любимые! Мы находимся в борцовском зале «Динамо», и рядом со мной номер 1 в мировом рейтинге среди дзюдоистов-юниоров Эрлан Шеров. Эрлан, добрый вечер. Здравствуйте. Как у вас настроение? Отлично. Вот скажите, Эрлан, каково это быть number one среди мировых дзюдоистов? Это нелегко. Нужно всегда поддерживать свой рейтинг, доказывать то, что ты номер 1. Всегда быть призером, чемпионом всяких рейтинговых турниров, там, допустим, Кубков Европы, Азии, на чемпионатах Азии хорошо выступать. Надо это все поддерживать. Вот скажите, Эрлан, а в чем формула вашего успеха? Все зависит от тренировок, от веры в себя, от поддержки родных, друзей, родителей, от поддержки тренеров. Все зависит от подготовки. А зачастую сколько часов в день вы занимались? Бывало там по 6 часов. Ух ты! Непрерывной тренировки? Там, короче, с утра в 7 часов, потом в 10 часов, потом в 5 часов, по 2-3 часа. Ух ты, это прям как работа получается, да? Вот скажите, через 5 лет где вы себя видите? Я думаю, также в спорте. У меня есть цель Олимпиада, как у всех спортсменов, да. Помимо спорта, чем вы еще занимаетесь? Я учусь, а так в основном у меня спорт превыше всего. А на учебе вы, наверное, авторитет, да? Нет. Боятся, наверное, вас, да? Эрлан, смотрите, какие ушки-мантушки, да? Эрлан, скажите, а есть у вас любимая? Нет. Нет? Я сейчас только в спорте, пока мне не нужно это все. Вот вы такой, нет, и такие грустные глаза у вас были, честное слово. Если что, наши уважаемые телезрительницы, знайте, берите на вооружение, Эрлан свободен. Вы сможете его побороть, он будет ваш. Ну что ж, Эрлан, вам спасибо, давайте пройдем в зал, и вы немного покидаете ведущего Таймаша. Пойдемте.
Друзья мои, а сейчас смертельный номер. Эрлан Шеров будет кидать вашего верного ведущего. Поехали! Прям почти. О, еще раз. Экс-чемпионка UFC в минимальном весе до 52 килограммов Йоанна Ейджейчик из Польши получила предложение провести бой против нашей Валентины Шевченко. Об этом спортсменка сообщила в интервью порталу Fight Time. На кону будет стоять вакантный пояс UFC на легчайшем весовой категории до 57 килограммов, который руководством организации отобрало у американки Ника Монтана. Я получила предложение, так что посмотрим, как все сложится. Я полностью открыта для поединка с Валентиной Шевченко. Я всегда открыта для поединков с лучшими бойцами, а она определенно принадлежит к элите женских смешанных единоборств, заявила польская спортсменка Ейджейчик. Ейджейчик была чемпионкой UFC с июня 2015 по ноябрь 2017 года, пока не проиграла Роуз Намаюнас. В апреле 2018 года полячка получила шанс на реванш, но вновь проиграла. Валентине задали вопрос о возможном противостоянии, ведь в прошлом она трижды побеждала Ейджейчик на турнирах по муай-тай. У нас с Йоанной уже есть своя история в муай-тай, и теперь у нас есть возможность создать историю в смешанных единоборствах. Так что почему бы и нет, говорит Шевченко. Шевченко еще не разговаривала с руководством UFC о возможном поединке против Ейджейчик, ведь участвующие стороны до сих пор разбираются с последствиями того, что Ника Монтана была вынуждена сняться с боя против Валентины на UFC 228 из-за неудачной сгонки веса и лишилась титула чемпиона в категории 125 фунтов. Я пока не знаю, кто станет моим следующим соперником, продолжает Шевченко. Я готова выйти против любого бойца. Я хочу сразиться с противником, который подойдет к бою профессионально. Я была бы очень рада, если бы в моем весе было больше профессионалов, потому что я бы тогда не беспокоилась о том, что кто-то в последнюю минуту снимется с боя. Кыргызстанский спортсмен Эрбол Бакиров впервые в своей карьере пробился в финал молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе и с первой попытки взял золото. Чемпионат мира среди юниоров в 2018 году проходил в словацком городе Трнава. Бакиров выступал в турнире весовой категории до 63 килограммов и 17 сентября одержал 4 победы, 3 из которых досрочные. Этот результат позволил ему пробиться в финал, где его соперником стал борец из Египта Хасан Ахмед Мохаммед, которого Бакиров поборол на туше. В турнире весовой категории до 77 килограммов болельщики из Кыргызстана также могли рассчитывать на золото, но Акжол Махмудов проиграл на стадии 1/4 финала. Он получил шанс побороться за бронзу и в схватке за третье место победил действующего чемпиона мира среди юниоров американца Камала Амир Бея, которому проиграл в финале молодежного чемпионата мира 2017 года. Друзья мои, это свершилось. Вернулась Лига чемпионов. Для вас я отметил наиболее значимые и интересные матчи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Миланский Интер после 6 лет отсутствия в главном турнире Старого Света встретился с топ-клубом Англии, коим в последние годы является лондонский Тоттенхэм. Признаться честно, я не ожидал в этом матче града опасных моментов и обилия голов. Интер сейчас пребывает в плачевном состоянии. Они выдали один из худших стартов в чемпионате Италии за последние 6 лет. Тоттенхэм смотрелся на их фоне слегка получше, имея в активе 4 победы и 2 поражения в АПЛ. Что о самом матче, то Тоттенхэм приехал на Сан-Сиро без 5 своих основных игроков.
но несмотря на это сумел выйти вперед в начале второго тайма усилиями Кристиана Эриксена. Отыграться хозяева Сан-Сиро сумели под занавес встречи. Бильярдным ударом отметился капитан Нерадзури Мауро Икарди. Поймав кураж, Интер сподобился еще на одну атаку, итогом которого стал победный мяч в исполнении полузащитника Матиаса Весино. Чемпион Англии Манчестер Сити неожиданно уступил у себя дома французскому Лиону. Раскатали. Именно такое слово приходит на ум, глядя на то, как забивались мячи в ворота Манчестер Сити. От резвых и быстрых перемещений игроков Лиона горожане порой теряли голову. Красноречивее об этом говорит ошибка опорного полузащитника Фабиана Делфа. В попытке выбить мяч он просто-напросто не попадает по нему. Выжидавший его ошибку Корне из Лиона сполна воспользовался подарком и открыл счет. После на 43-й минуте Набиль Фекир шикарным ударом в угол заставил болельщиков Манчестер Сити хвататься за головы. Во втором тайме горожане ожидаемо всеми силами пошли вперед, но их хватило лишь на один гол. Бернарду Силва это отличился на 67-й минуте. 2-1. Пепу есть еще над чем работать. Вкратце о матчах-фаворитах. Барселона деклассировала голландский ПСВ у себя дома со счетом 4-0. Хэт-триком отметился Лео Месси, который теперь стал первым игроком в истории, оформивший 8 хэт-триков в Лиге Чемпионов. Еще один факт. Месси после этого достижения в сумме забил уже 103 в Лиге Чемпионов, тогда как их оппонент ПСВ забил за всю историю своего существования 102 мяча в Лиге Чемпионов. Мадридский Реал не заметил сопротивления итальянской Ромы и подписался под 3 голами в ворота Джало Росси. Иско и Бейл продолжают находиться в безупречной форме. Оба забили по мячу, а на 90-й минуте новая семерка Реала Мариано Диос после перехода из Лиона открыл счет своим голам за свой новый клуб. Переходим к российским клубам. Московский «Локомотив» проиграл турецкому «Галатасараю» со счетом 0-3. Все-таки класс игроков турецкой команды дал о себе знать. Фернандо Муслера, Юта Нагатомо, Беланда и другие оказались сильнее Кверквели и компании. Другой московский клуб ЦСКА сыграл в крайне атакующий футбол с Тежской Викторией Плзень. Их перестрелка закончилась со счетом 2-2, хотя преспокойненько могла закончиться со счетом 4-2 в пользу армейцев. Но судья отменил аж 2 гола московской команды, увидев в обоих случаях нарушение правил. Но нас беспокоит больше то, что наш Эльзат Ахметов стал первым игроком из Кыргызстана, который сыграл в групповой стадии Лиги Чемпионов, и выглядел он после выхода на замену во втором тайме крайне достойно. Атаковал, обострял, отбирал и даже сумел забить мяч. Но, как вы сказали ранее, судья отменил 2 гола ЦСКА, один из которых принадлежал нашему соотечественнику. 2-2. Желаем успехов Эльзату Ахметову. А на этом у меня все. Спасибо. Любите футбол, смотрите футбол. А если вы будете любить футбол, то и наша передача будет по вкусу вам. Спасибо.